Наш конечный потребитель – это все-таки наши граждане. То есть мы продаем Метро уже реализует сегмент хорика. Чтобы, наверное, Министерство сельского хозяйства смогло теснее работать с бизнесом, сделать фокус на усилении ветеринарной ситуации. До 12-13 лет мне не доверяли лошадь, поэтому приходилось пасти пешком. Для слабого трудно просить помощи, а для сильного это всегда нормально. В первую очередь сейчас фермер – это воин. Я считаю, что это воин света. Куста Агро – это часть международного холдинга Кусто Групп. Есть бизнес в Украине, Кусто Агро, и есть бизнес в Казахстане. В Казахстане мы зашли в сельское хозяйство в середине 2018 года, как раз приобретение компании Казбиф, мажоритарной доли. В Казахстане Кусто Агро производит 3 основных продукта. То есть первое – это мраморная говядина, Казбиф, своя откормочная площадка на 12 тысяч голов, КРС, и мясокомбинат мощностью 3000 голов скота. Продаем половину мяса в Казахстане, половину мяса на экспорт. В Дубай, Узбекистан, Россию. Вот это первое. Второе – это наш племенной репродуктор, где ежегодно мы продаем порядка 1000 голов племенного скота породы Ангус, бычков и телочек. И третий продукт – это коммерческие культуры, то есть у нас порядка 30 тысяч гектар пассивных земель, половина из которых работает для цели обеспечить кормами откормочную площадку и репродуктор, а половина, соответственно, для севооборота выращивает лен, рапс, пшеницу и, соответственно, все продает. Это в первую очередь было желание и остается и мечтой нашего основного акционера Еркана Татишева. Так как группа Кусто, она работает много где в других странах и во многих проектах успешно, в таких странах, как Израиль, Вьетнам, Турция, в других странах. Поэтому у нашего акционера было желание, соответственно, проинвестировать в Казахстан. И в связи с тем, так большое количество людей у нас проживает в сельской местности, через развитие агробизнеса страны мы видим то, что можно в целом поднять уровень жизни наших граждан. То есть вот эта миссия группы Кусто была. И, соответственно, выбор пал на чемпиона по производству мяса, потому что мы считаем, что основной наш потенциал в мясе. Вот поэтому выбор пал на компанию Казбиф. В первую очередь мы хотим дальше развивать наш экспорт. Наше мясо очень сильно понравилось рынку Эмиратов. Наше мясо понравилось узбекистанскому рынку, российскому рынку, то есть мы хотим дальше это развивать. Хотим дальше развивать ритейл-упаковку, чтобы уже диверсифицировать рынок хорика рынком ритейла зарубежным. Мы планируем развить кормопроизводство на базе ирригации у себя и построить вторую откормочную площадку и увеличить мощность мясокомбината в 2 раза. Вот, соответственно, это наши планы на ближайшие 2-3 года. Наверное, тяжело говорить лучше или хуже. Я считаю, что в этом бизнесе все ребята, которые стараются этим бизнесом заниматься, тем более откорм в этом бизнесе один из сложнейших, который тяжело вывести на положительную рентабельность, и он очень капиталоемкий и очень дорогой по оборотке. Поэтому, я думаю, здесь все те, кто бьются за это дело, они все молодцы. Наша, наверное, черта в том, что мы стараемся вот этот зарубежный опыт, который, в целом мы полагаемся на модель США и на модель Канады по откорму, которые являются лидерами в производстве мраморной говядины, мы стараемся этот опыт сюда перенести на нашу откормочную площадку. То есть, это первое, правильное строительство самой откормплощадки. То есть очень много нюансов, которые дают просто гигантскую эффективность. Это
элементарно склоны самой земли, да, на которой стоит откормочная площадка, и правильные земляные работы, которые не дают различным осадкам, да, там, накапливаться и увязать в грязи животных, да, по ноге. Вот. Это, соответственно, сама технология откорма, менеджмента, протокола вакцинации. То есть это все те моменты, которые мы стараемся сюда правильно трансформировать под наши реалии. Плюс мы работаем активно с компанией Feedlot Health Management. Это компания, которая обслуживает порядка 4 миллионов голов скота по миру. Это ребята ветеринары с Канады, там, с более чем 50-летней историей. Вот. Я думаю, наша основная черта в том, что мы стараемся одними из первых в Казахстане найти какой-то зарубежный опыт и поженить его с нашими казахстанскими реалиями и что-то попробовать из этого склеить. Я думаю, это относится к любой продукции, которая производится в Казахстане, будь то это экспортируемая или не экспортируемая, потому что от курса доллара зависит в целом платежеспособность населения, а наш конечный потребитель — это все-таки наши граждане. Это вот именно про продажи в Казахстане, да, то есть наш продукт, он качественный, но не дешевый. Соответственно, он чувствительный к росту или падению благосостояния граждан, да. Это первое. И второе, мы экспортируем половину объема продукции, и взаиморасчеты осуществляются в долларах, поэтому здесь, конечно, мы тоже как бы чувствуем колебания курса на себе. Американский опыт. То есть это опыт развития американского агрорынка, именно мясного, который строился на протяжении там, более чем 100 лет. Вот мы пытаемся этот срок немножко раз в 10 сократить и, соответственно, оттуда вот перенимать. Основное условие — это честность и справедливость. То есть мы всегда заинтересованы, чтобы тот фундамент, на котором держимся мы, ну и не только мы, наверное, весь наш агробизнес, фермера, получали справедливую цену. Там есть различные механизмы, как к этому приходить, но основной принцип — это всегда справедливая цена. Мы всегда даем справедливую цену, мы стараемся давать выше справедливой цены. Мы никогда не будем кидать фермеров, то есть мы всегда платим вовремя, и мы всегда готовы делиться своими знаниями всем, кому это интересно. Мы сделали большое количество ошибок и добились определенных успехов, поэтому мы готовы делиться и опытом, и ошибками. Тоже все стандартно, как в любом бизнесе. Если говорить про наши продажи, мы работаем с дистрибьюторами. B2C мы работаем только по нашему онлайн-магазину. Это наш такой перспективный проект Meat Market. Вот. С остальными, это в целом в Казахстане наш основной дистрибьютор — это компания Metro Cash & Carry. У нас есть договор, который фиксирует цену. То есть мы продаем Metro уже реализует сегмент хорика. По каждому экспортному рынку у нас тоже есть дистрибьюторы. То есть это дистрибьютор в Дубае, в России, дистрибьютор в Узбекистане. Там такой же принцип. То есть мы продаем им, а они уже распределяют сегмент хорика и ритейл. Но это в рамках нашего проекта, который мы начали в прошлом году, Казбив Достара. Первое — это в целом свободные консультации любым нашим фермерам, партнерам. Это посещение нашей производственной базы, это обучение, это практики на нашей производственной базе. Далее это пастбищное доращивание. То есть, ну, допустим, если ты фермер, у тебя есть определенный объем пастбищ, то мы можем помочь тебе оффтейк контрактом, чтобы ты мог собрать этот скот на своих пастбищах, произвести пастбищное доращивание, условно с мая по сентябрь, добрать свои там килограмм 70 веса на каждую голову, заработав на этом, нам продать это пастбищное доращивание. И это стойловое доращивание тоже, да? То есть мы предлагаем нашим партнерам, чем мы будем ездить там по каждому фермеру, покупать по 30, по 20, по 40 голов скота, мы предлагаем ему закупить все это, собрать, и, соответственно, мы купим. Главное, чтобы всегда был win-win. Мы думаем, что это очень справедливо, когда фермер просит поднять цену, потому что, как у нас завелось в стране, и, в принципе, наверное, не только в нашей стране,
производитель, он несет основные все риски, а уже компания, которая занимается перепродажей, дистрибьюторские компании, соответственно, у них в основном маржа бывает выше. То есть этот фермер – это то начало цепочки производства, где появляется скот. Поэтому, конечно, это честно и справедливо, когда фермер просит поднять цену. А тут же, конечно, включается уже законы рынка. То есть всегда, когда спрос превышает предложение, фермер может поднять цену и на 10, и на 15, и на 20%, и он сможет это продать. А если же спроса не хватает, то здесь идет этап переговоров. У нас есть свой прайс-лист. В Казахстане многие начали от кормочной площадки ориентироваться на рынок экспорта живого скота, то есть на ту цену, которую предлагали узбеки, когда открылся узбекистанский рынок. Вот, поэтому у нас есть прайс-лист, и мы всегда готовы там давать маржу, если это справедливо. Мы это вполне. Даже я бы сказал так, когда фермер пытается, хочет поднять цену и пытается нам это обосновать, мы это воспринимаем с позитивом, потому что это говорит о том, что каждый фермер, с которым мы работаем, он реально становится бизнесменом, он понимает, что стоит его товар, сколько он стоит, и понимает, какую он цену за это хочет получить. Он считает свои расходы. Я думаю, это индикатор развития рынка в целом. Но основная стратегия – это чтобы, я бы, наверное, сказал так, чтобы в целом Казахстан за рубежом начали узнавать по вкусному, качественному мясу. Наш основной клиент сейчас – это рынок хорика, есть ритейл также. Мы стараемся продвигать это через разные соцсети, через свою маркетинговую стратегию. Ну, если, допустим, мы говорим про там, тот же рынок ритейл, то есть мы считаем, что здесь можно упор делать на женщин, хотя с мясом-то работают в основном мужчины, если говорить про стейки. Но если говорить про обычное мясо, всегда в каждой семье мясо покупает в основном жена, мама, да, поэтому можно работать, и мы работаем с этой аудиторией. Соответственно, там, где речь идет уже о стейковой продукции, там зачастую дело вступают мужчины. Самое первое ожидание – это то, что политика, сама Министерство сельского хозяйства, его стратегия развития АПК, она будет стабильная, не будет часто меняться, потому что это задевает всех нас, участников этого агрорынка. А также в целом, чтобы, наверное, Министерство сельского хозяйства смогло теснее работать с бизнесом, сделать фокус на усилении ветеринарной ситуации по говядине, да, по КРС. Вот эти, наверное, основные ожидания. Ну, в целом мы в рамках, если всего Казахстана говорить, мы не такие большие, но если вот в рамках тех 500 фермеров, с которыми мы работаем, да, мы стараемся дать им уверенность в завтрашнем дне, потому что, как я говорил, мы покупаем всегда стабильно, каждый год порядка 10 тысяч голов. Мы всегда платим вовремя, поэтому через это мы пытаемся мотивировать развитие фермера. А теперь с обратной стороны, то есть на конечной продукции, мы пытаемся задать то качество, и я думаю, мы его задаем, которое ценят и принимают и в Казахстане, и на таких развитых рынках, как Эмираты, российский рынок. Соответственно, мы пытаемся своим небольшим примером показать отрасли, куда нужно двигаться, по нашему мнению, именно в аграрке Казахстану, да, потому что мы считаем, что основной путь Казахстана на мировой арене – это производить качественное мясо и его продавать. То есть, и это должно быть в основном околопремиальный сегмент, потому что нам тяжело будет конкурировать с Латинской Америкой, там, с Бразилией и прочими странами, где есть круглогодичный выпас. Поэтому мы как бы пытаемся на своем примере показать, что качественное мясо можно производить, и на этом можно зарабатывать. Мы считаем, что в первую очередь это должен быть интерес к этой индустрии. Немного должна болеть душа за это дело, даже лучше, когда не немного, в целом за развитие агрорынка. Да. Это должен быть человек порядочный, обязательно, правильных ценностей, само собой профессионал своего дела, смотря в какой отдел, да, в какое направление он идет в нашей группе.
Но опять же, если ставить выбор между профессионализмом и человеческими качествами, то в целом мы, наверное, воспримем больше человека, который чуть менее профессионал, но правильный, хороший человек, которого можно в него проинвестировать, чтобы он вырос, нежели это будет профессионал, но, скажем, какой-то токсичный, да, в команде. Поэтому вот в целом вот это, наверное. Это проект Kusto Help. Наша группа Kusto Group приняла решение, акционеры приняли решение выделить порядка миллиарда тенге на помощь в период как раз пандемии тем слоям населения, которые требовались там, продукты, помощь, также медицинскому персоналу. Вот эта акция у нас охватила практически всю страну. Вот я непосредственно отвечал за северный регион, за Акмолинскую область. Вот последний раз это было там. У меня был опыт работы в сельском хозяйстве с, наверное, где-то 6 лет, 6 с 5 лет и до лет 16. То есть это каждый раз, когда летом родители отправляли в деревню к дедушке. У нас деревня родовая сама, она находится возле Баянаула. Деревня называется Егандабулах. Вот в целом, поэтому можно сказать, что я каждое лето по 2-3 месяца проводил там, пас баранов, так как у нас было порядка 300-400 баранов, мы их не добавляли в стадо именно деревенское, пасли отдельно, соответственно, до 12-13 лет мне не доверяли лошадь, поэтому приходилось пасти пешком, проходили там по 15-20 километров вот, каждый день, теряли баранов, находили, соответственно, 13 лет появилась своя тачка, конь, и поэтому вот с 13 лет уже пас на лошади. Убирали навоз в сарае, то есть носили воду, ну вот все вот так было, проходило. А сам я родом с города Экибаса, Экибастуз, вот, и вот связь с сельским хозяйством проходила так. Я думаю, большую роль в моем успехе жизненном, да, это в первую очередь составляют родители мои, и в основном отец. Всю жизнь, там, начиная со школьного возраста, мы так это называли, как там, несколько чайников чая с папой, то есть по вечерам, там, начиная с класса 7-8, каждый вечер, когда я приходил со школы домой, мы с ним садились обсуждать разные темы, начиная от политики, бизнеса, всего подряд. И вот как раз на этих примерах я рос. То есть у меня отец, он очень любил интересоваться историями разных успешных людей в разных сферах. И к тому моменту, когда я там приходил из дома, и он так прям подробно мне рассказывал там, в течение часа-полтора историю разных людей. Это я как будто смотрел фильм, мы комментировали, спорили. Поэтому влияние было очень такое сильное. Но какие-то взаимоотношения, да, там как в школе бывает, кто-то нравится и прочее, это почему-то обсуждение всегда было с мамой. То есть вот так как-то поделились, да, такие безэмоциональные обсуждения были с отцом, эмоциональные с матерью, поэтому успех от них шел сильный. Так как были ограничения, мне удалось уговорить и убедить родителей сделать 2 мероприятия в один день. То есть с обеда до вечера, с часу дня до 7 вечера это было мероприятие для взрослых, для узкого круга родственников на 50 человек. Там не было у нас ни свидетелей, никого. Вот. То есть мы там свой долг отстояли. И потом с вечера уже до 4-5 утра была отдельная вечеринка с молодежью. То есть там еще человек 50, уже без взрослых. Поэтому очень классно был такой веселый формат. У нас там был отличный ведущий. У нас был Рэбби Дашар. Ну, было прикольно. В семейной жизни есть много плюсов. Также есть минусы, конечно. Я считаю, что в целом ты больше уже не беспокоишься ни о своих носках, ни о своих вещах. В целом тебе всегда есть что покушать. Часто, не всегда. Но я думаю, самое главное, что ты обретаешь
того человека родного, то есть когда ты приходишь домой, ты не засыпаешь там один со своими мыслями, у тебя есть всегда человек, с которым можно поделиться, поспорить, поругаться, помириться. Вот. Но, соответственно, когда ты создаешь семью, у тебя появляются определенные обязательства, то есть уже не получится вот так вот в 12 ночи просто друзья позвонили, и ты выскочил, утром пришел домой или не пришел, то есть, конечно, какие-то моменты, они уже надо проговаривать, согласовывать. На самом деле очень по-разному, так как сейчас мы перевезли головной офис нашей компании в Щучинск, поближе к производству, и с понедельника по пятницу я сам нахожусь в Щучинске, то в выходные это как раз выпадают, когда мы приезжаем в Астану. И вот как раз здесь мы там пытаемся впитать за эти выходные вот эту вот городскую жизнь. То есть стараемся сходить в кино, на какие-то разные мероприятия. Вот недавно ходили на стендап, тоже отличное, советую. В целом как-то так, плюс какие-то домашние такие хлопоты, беготня. Любим встречаться с разными интересными людьми. Наверное, это Инстаграм, Фейсбук. До ТикТока я еще не дошел. В целом ценность, это, наверное, основное, видеть какие-то новости, именно тех друзей, знакомых, с которыми там не удается постоянно поддерживать связь. То есть это ребята со школы, это ребята с университета. То есть каждый в своей текучке, в своей беготне, в своей битве за жизнь. И поэтому хотя бы через соцсети удается посмотреть, кто чем занимается, у кого как жизнь протекает, обменяться какими-то поздравлениями друг с другом. А теперь, если же с точки зрения использования соцсетей профессионально, я еще до этого не дошел, то есть всегда были мысли, чтобы начать что-то писать, чем-то делиться, но пока вот я какой-то такой ленивый пользователь. Могу что-то написать и потом могу пропасть на месяца 3-4. Честно скажу, то есть я в роли руководителя наверное, не так давно, то есть это здесь в Куста-Агро это порядка 3 лет, то есть с точки зрения управления командой, да, там более 600 человек. До этого, да, я был руководителем там каких-то проектов в KPMG, когда я работал, это было порядка там, команда там, от 10 до 20 человек там, в нашем нефтяном проекте. Но вот с момента вот этих 3 лет в Кусту-Агро я успел совершить много ошибок, получить много опыта, понять на себе, да, на своей шкуре, каково это нести ответственность за людей. Поэтому не буду скрывать, иногда, конечно, бывало желание просто взять на себя какую-то такую узкий функционал, ни о чем не думать, делать просто свою работу. Но путь, наверное, в том, чтобы он был интересен, за это бороться. Поэтому сейчас, наверное, мысли о том, чтобы стать рядовым работником, меня не посещают. На самом деле, самое первое – это нехватка жизненного опыта. То есть, если говорить про нашу индустрию, агробизнес, да, это не IT-сфера, это не маркетинг-сфера, это сельское хозяйство, это агробизнес. И основные руководители в агробизнесе – это в основном люди 40-45 плюс, которые имеют за плечами большой жизненный опыт. То есть первый момент, то что где-то не хватает жизненного опыта. То есть поэтому стараюсь быстро его впитывать. Второй момент, в нашей сфере очень много переменных. То есть много, что ты не можешь контролировать. Если брать другие бизнеса, ты всегда понимаешь, что есть основные факторы, которые влияют на твой успех. И в основном там, более 60-70% ты можешь зафиксировать и контролировать. Здесь же очень сложно. То есть пошел дождь, не пошел, ты работаешь с живым организмом. Если этот организм заболел, влияние государства огромное. То есть вот это тоже на самом деле непросто, потому что приходится принимать решения каждый день. Day to day это всегда решение, это всегда что-то, может быть, не похожее на те кейсы, которые были. То есть, поэтому здесь в этом помогает всегда, конечно, команда. То есть один здесь ничего не сделаешь.
по сравнению, возможно, с каким-то другим бизнесом, только в обмене мнениями, коллаборации, да, вот в этом чувстве локтя, только тогда получается какие-то правильные решения принимать. Добавить больше спорта в свою жизнь, укрепить семейные отношения именно с родителями, с родственниками. То есть в погоне за карьерой все равно много времени выпадало на общение. Ну и заняться дальше своим саморазвитием. Я на самом деле много раз о нем думал, но я, наверное, предпочел бы ничего не менять. То есть как в фильме, да, «Мистер Ноубоди», ты не знаешь, какую дверь ты откроешь и к чему она тебя приведет. То есть я вполне доволен тем, что сейчас, к чему я сейчас пришел. Я часто заглядываю в прошлое, чтобы брать оттуда определенный опыт. Ну или просто где-то поностальгировать по приятным моментам, да. Но менять я, наверное, ничего не хотел бы. Всю свою жизнь при решении любого важного вопроса у меня внутренняя моя интуиция всегда подсказывает, как действовать. Но если есть время, я всегда стараюсь посоветоваться с родными, с друзьями, с профессионалами в том вопросе, да, который возник. Поэтому, мне кажется, наоборот, для слабого трудно просить помощи, а для сильного это всегда нормально. Вот жизнь поделилась на два таких этапа. То есть, как я говорил, когда я ездил в деревню к своим бабушке с дедушкой, то есть для меня фермер это вот были там мои дядьки, да, там братья, которые там жили. И в целом мне всегда казалось то, что сама работа, она такая достаточно простая, потому что я сам ходил ее там делал, но не задумывался о тех трудностях, с которыми встречаются, да, ребята-фермеры. Вот после того, как мы начали заниматься этим агробизнесом, для меня в первую очередь сейчас фермер – это воин. Я считаю, что это воин света, тот, который ежедневно бьется с погодой, с разными внешними факторами, за то, чтобы сохранить свое поголовье, свое стадо, свои посевы и прокормить свою семью и создать в первую очередь качественную жизнь для себя и для своих родных. В глобальном масштабе это фермер, тот человек, который кормит в целом наше население. Это воин. Я думаю, этот вопрос лучше задать супруге. Но в целом я с полученной зарплаты, я где-то значительную часть отдаю сразу своим родителям, потому что в связи там, с состоянием здоровья у меня родители где-то, наверное, уже последние лет 7-8 они не работают, поэтому в возрасте 24-25 лет я взял за них ответственность на себя, то есть это в первую очередь я отдаю родителям, затем закрываю какие-то свои обязательства, отдаю жене, опять же, какую-то значительную часть и накапливаю, все. Да, я могу сказать, назвать себя патриотом. Это начало больше выражаться, наверное, последние несколько лет. Как раз я через сельхозку к этому и пришел, через агро. В первую очередь это выражается в том, что я сейчас стараюсь постоянно отслеживать свои действия и вести себя достаточно высокоморально. То есть всегда есть какие-то слабости, но вот эта ежедневная битва, чтобы жить согласно своим принципам, делать какие-то правильные человеческие вещи, я думаю, это в первую очередь и есть патриотизм в моем понимании. То есть, потому что я считаю, что сейчас в нашей стране в первую очередь нужно развивать наш человеческий капитал, и поэтому здесь должны быть правильные принципы, правильные ценности. Вот для меня патриотизм – это жить в соответствии со своими ценностями. Но это вот как раз, когда в детстве мы ездили к бабушке с дедушкой, объясню почему. У меня, у отца их в семье 10 родных братьев и 2 сестры. Как-то исторически так повелось, что в нашем роду рождаются в основном мальчики. И, соответственно, когда я приезжал в деревню, у меня двоюродных братьев и братишек, которые там разница в возрасте там, год-два вверх, год-два вниз,
нас собиралось там более 12-13 человек. Рядом с домом дедушки и бабушки был такой небольшой домик, где мы штабелями все на полу спали. И вот это были самые счастливые, самые яркие воспоминания. То есть 2 месяца полного, я не знаю, единения с братьями, и где вот ты забываешь про все. Вот это было самое счастливое. Я думаю, она похожа на большое количество других историй. То есть я с небольшого городка, с Экибастуза, очень люблю этот город. Соответственно, я там отучился, переехал в Алмату, в Казахский государственный университет, Казну. После этого начал работать финансистом, аудитором в Big Four, в KPMG. То есть 4 года проработал в аудите, год проработал в сделках. После этого занимался финансами в нашей нефтяной компании Кусто Групп. И вот после этого стал фермером.